Так, подходим наконец-то к Якутии. Сегодня 30 сентября, а я выезжал 21 вечером. Ну, один день, да, я потерял в Челябинске, ТОшки всякие делал. Ну, грубо говоря, с утра приехал, вечером уехал. Все, прибыли до Якутии. Вороны сидят. Уруайхау, Саха, Республика Тын. Видите, вот там вот спуск, вот этот памятнику строителям БАМа. А тут все время Мишка гуляет. Ну, я уже 2 раза видел. Вот на вот этой стоянке приходит в эту мусорку, проверяет. Потом как-то туда спускаться, если выйдет по пути назад. А там что-то вокруг как бы бегать особо и негде. А он такой все больше и больше становится. Ну, какой-то, видно, это не боится. Постоянно вот эту мусорку. Я когда тут стоял, он вот с этой дорожки, оттуда как раз со стороны памятника выходил. Ну, что-то бак на месте, мусор на месте. Уже пора спать, наверное, залегать. Ну, что-то это температура на улице плюс 9 здесь, а там вообще 13 было. Сейчас чуть пониже ехал. Это мы на Становой хребет заходим. Здесь получается граница по Становому, Амурская область, Якутия. В общем, тут ночью лучше по обочинам не гулять. Тоже вчера с Ерофей Павловича отъезжал, ну, пару километров в сторону Хабаровска, возле отбойника медведь. Ну, как-то лежит, как спит, такая поза, такая, как, не знаю, наверное, машиной сбили или что. Ну, уже темно было, проверять не стал, что с ним там. Ну, сам факт, что отбойник идет дорожный. Ну, и такой медведь средненький такой, по размерам. Так что вот Якутия. Пыль столбом. Ну, ветерок есть, в принципе, не хотя бы это сдувает ее. Да, сегодня засветло, я не знаю, получится не до Тита доехать. Что время уже 2. Наверное, здесь какой 200, ну, 250 километров, в принципе. По идее, я хочу только это на взлетку там возле Нерюнгри за эти вещи отдать, постирать, чтобы на обратном пути забрать. И будем ехать, чтобы засветло посмотреть, что там, как обстановка. Так, асфальта добавилось уже, получается. Соловьевск уже по объездной. Вот это где выемку проезжали, подымались, спускались там, где тогда вот вечно все зимой буксовали. Ну, особенно когда с Якутска идешь там на подъем. Пустые все в основном. Все, это уже нету этого места. Ну, там асфальт, получается, где выемка, а потом вот кусок, конечно, гравийки. Это уже, ну, где-то полподъема, в общем. До мостика вот этого, который объезд там сейчас строят. Ну, по объезду мы едем, то есть до этого мостика гравийка. А до Тынды вообще вот все, что гравийное было, уже все в асфальте. Ну, где раньше стройка шла, там копали, не перекопали, сейчас вообще в идеале все. Ну, единственное, там объезд только есть, где мост этот упал весной. Ну, не упала, опора одна перекосила там кто-то. Ну, то есть его закрыли. Ладно, сейчас спустимся, включусь, там Якута посмотрим, там тоже что-то делали возле него. Да, вот на ручей Якут проезжаете. И тут, видите, затеяли тоже реконструкцию. Все-таки расширять, наверное, будут. Или непонятно пока. Что
техники не видно. Тут еще до Нагорного вот этот от границы участок. Ну, сколько километров? 20, наверное. Дальше асфальт уже потом пойдет. До Чульмаканской петли, там тоже реконструкция. Так, тут даже асфальт уже, ничего себе. Собираются делать. То есть делают даже. Вот. Нормалек. Так, едем. Прямо мостик мы ездили вот здесь. Прямо сюда. Ну, прям серьезно они это. Что-то такой съезд тут прямо. Ну, короче, в полный рост, раз тут уже там вот АПЗшку поставили, наверное, уже будут и здесь асфальт делать. И вот подъем отсюда начинается на Нагорной. Тоже здесь обычно общий сбор одноногих, когда снег. Ну, как бы такой подъем, да, затяжной и крутой. Так, пацаны, что-то... рессора выскочила передняя. А я пропылил, да не, ветер сдувает. Ну, я и так 20 еду. Тут как-то не напылить не получится. Уже, видите, заготовили кучки, чтобы разминаться самим в случае чего. Ну, в общем, сейчас-то без приключений, потихоньку просто и все. Процесс, в общем, идет. Может, тут через пару лет уже асфальт будет. Пыль столбом. Едем дальше, в общем. Это О2, да, Камазики. Постоянно сюда ездят. Ну ладно, в общем, включусь там на горный или что будет. Короче, к зиме готовы. Кучек заготовили. Едем дальше. Пыль столбом. К Нагорному, в общем, подъезжаем скоро. Пыли не будет. Это так чисто. Сухо, конечно, странно для этих уже конец сентября, то обычно уже дождит, все это, низкая облачность, там снежок. Ну, тут был снег, как бы, наверное, даже пару недель назад. И потеплело, видно, бабье лето здесь наступило. Опять же, 30 сентября для этих мест сейчас плюс 10 в Нагорном. Поселок уже заброшен. Раньше, конечно, когда снабжение было, ну, когда ЖД строилось, тут же все с Невера возилось. Тут и шоферская была, и все магазины. Вот заправка. Все бросили, в общем. Один только метеоролог остался здесь. Живет, да. А может, приезжает, заезжает, снимает показания, да и все.
80-м году вот это было. Здесь стояли дорожники, не знаю, зачем разобрали здание, крыша ж была, все. Хотя вот самосвалы база есть, ну, что-то делают. Вот метеоролог. Все в солнечных панелях и... Ай-яй-яй. Это на ЖД-станции поворот. Вот этот асфальт, что-то я не на тот показал. Так, сзади меня догоняют. Ну да, река Тимптон, вот это здесь вот местная, крупная, всех собирает речки и уже в Алдан впадает. Ну, там вот проезжаете, когда там Алдан в Тамоте, и там выше по течению, не знаю, километров в районе 100, Тимптон доходит. Ну, наш вот этот, что в Нерингре, Чульман в него впадает. Ну и дальше все речки собирает он. И уже в Алдан. Тут же недалеко верховье самого Алдана. Это тоже такая мощная река. Ну, она, по-моему, вторая в мире считается как приток реки. После там в Амазонке Оренока или что-то такое. Ну, по объему там кубических километров, там чего-то 100 в год. Ну, в общем. Вот тут вот начинается он в верховьях как раз, где родовые угодья Ивенов, от которой Енгра будем проезжать. В общем, тут же становой хребет как раз водораздел по эту сторону Якутии, все в Лену потом в конечном итоге. А с той стороны в Амур уже. И все, вот тут уже асфальт у нас до Чульмакана. Это уже за Чульманом там заканчивается дорога. А так стройка идет, он там Сила Сибири видно. Ну, вам не видно, мне видно. Ладно, включусь, там что-нибудь будет интересное. Да, вот вышли наверх. Внизу, кстати, городок какой-то, что они там... А, расширяют. Что-то в районе Железки. Тут, видите, все кедровый сланник. Ну, как шишки, только помельче. С орешками такими же, в принципе, так собирать можно. Ну да, и дорожка здесь. Волны. Что-то, кстати, ветер да поднялся, прям видно, это встречный. Ну, гуляет, сланник колышет. А так зимой все накрывает, как вроде и деревьев нету, кажется, снегом. Ветер завывает. А, этот с пленкой. Тут видите, как оно. Да, сейчас, по-моему, на Америку сама это запчасти, все вообще ценник. Даже на европейцев, по-моему, дешевле. Так, это вот у нас туннельный поселок. Ну, через деревья видно вот.
строение. Раньше военная часть была, я не знаю, сейчас есть, нету. Туннель здесь, верхняя точка. Железнодорожный. Так, это что, 80 где-то километров осталось до взлетки. Время 3. Ну, это часа 2 ехать еще. Ну, может, 1,5. Надо как-то до Тита успеть. Хотя я не знаю, сейчас заход солнца, наверное, в 6 уже темно. Никак. До Хатыми, может, успею. Опа. Так, сейчас чутка видов поснимать. Да, тут оперативный простор, видите какой. Лиственница уже все желтенькое стоит, иголки падают. Опадает и будет лысая тайга стоять. Ну тут видите, как-то процентов 90, наверное, деревьев это лиственница. Так. Конавы. Одну объехал, в другую приехал. В общем, ладно, включусь. Едем дальше. Едем дальше. Сейчас асфальт будет заканчиваться. Ну, это за Чульманом. Опа. Ну и тут, да, виды открываются. Тут уголь добывают. Ну или добывали, что-то техники как-то не видно. Все погрызли там гору эту. И дальние дали, но Тита пока отсюда не видать. До него километров сколько? В принципе 100 осталось. Может засветло и успеть. Так чуть приторможу, тут что-то 9-е. 3-е положение горняка. Не особо справляется, раскатывается. Ну, я так кратковременно на секунду притормозил. Вот тут Чульмаканская петля впереди и реконструкция на ней. Так, ну, как-то вот верхнюю часть начали делать. Только как-то непонятно, что там будет. Прямую, что ли, хотят сделать ее. Ну, пока неизвестно. Сверху вроде работают. Километров ремонта, да, ну, короче, верхнюю часть что-то они делают, хотя там вроде как широко было все. Так, 5:30, еще светло пока. Плюс 7 на улице, ну, в общем, вечереет, холодает, ну, днем вообще тут отличная погода. Покрались, в общем. Вот, видите, какая. Ну, типа, пониже чуть-чуть выемку, в общем, делают они. Будет такой заход, не знаю. Срезают, грубо говоря, угол подъема здесь. Дорожка. Не знаю, сзади вроде давайте, пацаны, удачу. Сзади вроде никого, что я посередине еду. Ну, просто непонятно, где ехать, чтобы лучше было. Оба-на. Так, сейчас чуть-чуть проеду. Вид общий посмотрим, в принципе.
процессе. В общем, дороги в Якутии улучшаются. Ну, там еще осталось, получается, здесь гравийный участок и Малый Дурай подъем. Тоже его давно-давно расширили, заборчики поставили, все, асфальт так и не удосужились сделать, непонятно там что-то с этой дорогой. Ну и дальше вроде уже у нас гравийка уже, не знаю даже где будет. Там вроде сказали новые участки доделали. Ну, после Улу были гравийные участки, вот это Рига-1, Рига-2, там вроде как сказали, сделали там. А тут видите, что-то я... Оба, ич. Так себе, короче. Ну, конечно, блядь, дорога такая, блядь, не позволяет разогнаться. Давай нас принесли сейчас. Сейчас тут без матов не могут. Так, ну единственное, что-то не понял я. Может, это они вообще не Чульмакан ремонтируют, а туда заезд делают. А нам вот так вот. Хотя, непонятно, в общем. А, нет, дальше, да, выгребают. Ну, то есть понижают его. Угол спуска, что ли. И вот он весь, вон петля идет, раз, и вон туда, пыль столбом. О. Ну, вид шикарный, да. По пыли видно, да. Машины проехали, ветра нету здесь. Ну да, глобальная такая движуха, чтобы просто уровень снизить, сколько нам, метров на 5, наверное, да? Да, тут зимой тяжковато будет, получается. Притопить не получится на подъем, а все с Якутска пустые идут. Ой, ай, ой, ай, ой, ай. Ну, как бы не поотваливаешь. Так натяжечку потихонечку по этим ямам переваливаться тоже не получится. Да, тут будет общий сбор намечается, я так понимаю. Ну, или хорошо будут засыпать прям конкретно все это дело, чтобы как летом было. Так, вот это вот все надо на механику сейчас поставлю. Это норовит все время это повыше передачу воткнуть. Да, в целом, как бы зимой мы тут тоже будем ездить. Так, ну ладно, в общем, вид уже не такой уж видный. Не знаю, успею, нет, тит, что там будет. Ну, дорогу сниму, как там, в каком состоянии, самому интересно. Там же работы идут перед титом. Вроде сказали, как бы поровнее там стало. Ну, в плане, а то ехали вот примерно такая же дорожка была. 5 км в час переваливаешься. В общем, ладно. Еще выключусь. Так, добрались до старой дороги. Нет, чутка сейчас засниму тут. Виды. Вон там уже асфальт после реки. Получается, Чульмаканская петля и река Чульмакан внизу. Горняки, в общем. Ну да, когда такие короткие участки, еще ладно.
А раньше было это все гравийное. Помню, вот тут прямая, вот с Чульмакана спускаешься, где асфальт, вот это, ну, там 40 километров, ну, часов 5 ехать, 4, там на трале тогда ездили, там вообще канавы такие были. Все гравийное, оно получается, когда в спуск как-то вода не стоит и ручьями вымывает, ну, как бы так. А когда ровный участок, там как лунный пейзаж такой бомбардировочный. И получалось, что едешь просто невозможно было. У меня же там двери открывались на машине просто. А так перекашивало все. Там еще горняк так работает. На низких оборотах вообще резко аж тормозит. Так, тут у нас Мустафо навстречу. Угу. Ну, в общем, вот так вот якутские трассы. Чуть-чуть придерживать надо, а то оно что-то это. Вот пацаны по-серьезному на аэроводках. Это уже второй проехал, одного я не заснял. А тут-то, в принципе, это по речкам, ну, ходят лодки, водометы, ну, вот по вот этим местным. Ну, аэроводка, вообще ей все равно, где ехать. Тут же эта вода падает через перекаты, надо еще тащить бы. Ладно, в общем, тут уже живописного вида по минимуму. В общем, давайте, надеюсь, Тита хотя бы на закате проскочить. Так, ну что тут из изменений вот между Большим и Малым Дураем? Вот это прямая, тут как бы асфальт был старенький, кривенький участками, но сейчас его не стало, вот видите, чуть подрасширили, что-то тут подсыпали. На табло написано реконструкция до октября 2024 года. В общем, ну, содрали, короче, не знаю, ну, по крайней мере, не видно следов от асфальта. Наверное, в целом подняли. Ну, короче, да, последний раз я же в июне был, вот, ну, в общем, провели работу. Все, ну, судя по всему, до Тита я засветло не успею, потому что тут сейчас еще подъем начнется, потом Хатыми, 20 километров от Хатыми. Ну, грубо говоря, 50 километров мне еще до Тита. С такими темпами там в районе часа ехать, наверное. Ну, ничего страшного, расскажем тогда, раз не покажем. Так-то особо сейчас, ну, ситуации-то никакой там не будет, что. Тепло, снега не предполагается, и, ну, там такая же примерно будет дорога, плюс-минус. Гравийка, то есть она заканчивается перед Титом, асфальт, ну, грубо говоря. И с Тита спускаетесь, начинается асфальт. Такие дела, в общем. Да, потихоньку, главное, тут не спешить. Оно сразу и резина особо не страдает. Хотя я вот напередок новый Мишлен одел сейчас. Наверное, Мишлен не понял, что происходит. Но все равно, конечно, для камней не сильно приспособлена резина. Так что едем дальше, в общем. Думаю, через год здесь асфальт уже будет. Будем надеяться. Да уж, Малый Дурай, тут все в пылище. Ну, сухо, да, обычно тут как бы это уже мокрая дорога или что-нибудь еще. Ну, в общем, свежее видно, да, что-то равняли, выравнивали. Там ниже чуть
бульдозер что-то снимает там. Ну, видно этот по уровню. А так, конечно, новый фильтр я поставил воздушный в Челябинске с внутренним картриджем. Как раз. Ветра нету здесь, видите, мы в выемке едем. Что вот передо мной машина идет, этот ладно обгоняет, а тут еще с контейнером. А сзади мрак вообще. Ну, сейчас наверху закончится. Тут, короче, почти 12 километров. Ну, такого удовольствия. Че, расход у меня вот это от читы я ставил 42,9 сейчас идет за 1400 километров. Ну, 1398. А это 33. Поднялся от Челябинска, да. Ну, тут, да, такие места не поэкономишь. Я вон сейчас иду, у меня моментный 110, там 150. Дальше попроще будет. Сейчас до Тита доедем, там уже все больше вниз, в общем. Там с Алдана до Томота вообще можно на нейтралке докатиться. В общем, такие дела. Так, надо уже вечерний режим приборки. В общем, едем дальше. Так, микрообзор на поселок Хатыми. Там он сам в стороне, слева. Тут у них дорожники сидят. До Алдана 162, до Якутска 679. Заправка. Так, а что тут? Скорость 0. Ну, заправка нормальная. Такая вот контейнерная. Саханефтегазсбыт. Ну, я заправлялся даже раз. Ценника не видно, правда, но тут нормально он должен быть. И вот кафешка получается. Обе они вкусная еда. Единственное, что стоянка как бы справа, как на Якутск идете. Ну, зимой тут примораживает, так что ночевать. Ну, ночуют люди все равно, потому что особо вариантов. Там дальше есть вот на Меркугу на подъеме стоянка, там выше и теплее, как правило. Ну, если уже тут в ночь попадать, когда морозы именно. Вон, кафе Транзит. Ну, я вот сюда чаще как-то хожу с этой стороны. Экспресс. Ну, в общем, они обе, в принципе, вкусно. Ну и все. Поселок закончился. И 20 километров им идти будет. Да, в темноте, конечно, камера так себе снимает, но если башкой не крутить резко, у нее получается FPS низкий, наверное, она это не успевает раскадровку делать или что-то такое. Ну, в общем, ладно. Едем дальше до Тита. Не знаю, как на камеру будет, но такая луна зашла. Полная. Ну, я так понимаю, без резких движений должно быть более-менее что-то видно. Подходим все к Титу. Сейчас будет стоянка, вот Меркугу, которую я говорил. Ну, когда мороз за полтинник, то там потеплее. Вот это новые звуки гипер. Когда гиперскорость достигается, как отлично. Конечно. Ну, давненько этого звука не было. Как оно там, чего? О, слов нету просто у меня по этим звукам, конечно. Так посмотришь, все в путем вроде бы.
94 километр, и вот ух ты, луна над стоянкой как раз. Ну, конечно, так, камера отдаляет, вот эта GoPro-шка, конечно, наверное, вид не такой, как в реале. Вот эта стоянка. Что у нас заасфальтировано. И после нее как раз осталось. Вот вниз спускаетесь с поворотика и приехали. Гравийка уже тут вестит проходить. Так, ладно, обгоню его пока. Я-то знаю, что дорога заканчивается. Сейчас уже начало гравийки. Ну, в общем, 495. И по идее, сколько километров, наверное, 7 что ли. 8 примерно. А сейчас будет 5,5 написано. До 31 октября 2024 года. То есть, ну, если они взялись, я так понимаю, чуть насыпь поднимают, чтобы к Титу, ну, как бы более плавный подъем был. Сам Тит как бы трогать-то не будут, наверное. Ну, сделают, может, ровненько хотя бы, чтобы разогнаться можно было. И все, вот он, конец дороги. Все, вот так вот и едем. Так, ладно, выключу сейчас на Титав уже. Довожу обстановку, как говорится. Да, тут, короче, свеженаваленные кирпичи. Ой, куда ехать, как бы непонятно, но понятно. Ну да, туда точно не надо. Там они подсыпают еще свои, видите. Все выше, выше, я так понимаю, они хотят вот, ну, сам уклон до середины Тита, короче, поднять на всякий пожарный, наверное, чтобы был такой 6% типа. Да, уже работа кипит, но до Тита мы еще не доехали. Прямо, хотя дальше там, это вот здесь приподняли, там еще не приподняли впереди. Вон, видите, какие кирпидоны. Может, чик, нет колеса. Ну, сейчас узнаем. Тут просто это так-то и не заметишь, тянет хорошо. Да, тут вообще как бы это какая-то свежая глина. Это харе переключаться, но. Да, или это не за неделю все так сделали, то что у меня тут Валентин проносился, говорит, перед Титом все ровно, или я не так его понял. Или, может, не Валентин мне это сказал. Ну, короче. Ровно так, относительно. Ну, в принципе, да, на такой скорости, ну, в принципе, все равно. Ну, лишь бы камни там не попали так в колесо удачно, как я вот на Соловьевске.
До реконструкции, когда она там еще была. Туда-сюда ездил нормально, а потом оно чик и минус колесо. Просто камень по беговой прошел насквозь. Ну, дорога, в принципе, нормальная. Это не то, что с Ленска на Мирный, там, когда дождик пройдет, там просто, ну, тонут машины. Тут хотя бы не утонешь, но едь потихоньку. Да и все. Так, где Тит, я что-то не пойму. Ну, вот он впереди-то, понятно, очертания видно, но уже все попеременялось здесь. Ну, как-то то глаз наметанный, поворот туда-сюда, там знак стоял, оденьте цепи, ну и типа оттуда кочегаришь уже. А сейчас такая дорога стала, что тут вообще ниоткуда не покочегаришь. И знака, походу, этого уже тоже нет. Ну, там впереди вот легковушка едет, вот это она, по-моему, уже на подъем пошла. Насколько я понимаю. Так, надо будет колеса всех этих скальников, я не знаю, может тормознуться, глянуть на колеса, сбегать. Тут что у нас 0 градусов стало, да, лишь повыше поднялись, ну на верхушке, наверное, минус там. Ну, облаков нету, значит, все нормалек. Первые снегопады, тут эта вещь такая неожиданная, и никуда там не уедешь, первый снег. Да, это уже откосы равняет. Тоже ювелирная работа, не каждому экскаваторщику доверишь. Камни валяющиеся, одиночные, конечно. Тут же, ну, такой гранит, ну, почти как гранит. Камни такие твердые. Ладно, сейчас на Тита уже заеду. Так вроде еду потихоньку, по идее, все должно быть нормально. Этот делает отливы, видите, как гладит, прямо наглаживает. Видите, вот красотища она. В принципе, вот, ну, ширину здесь нормальную сделали. Сейчас вот можно сориентироваться. Интересно, тут же был отворот, где все разворачивались, чуть что там. Чуть не пойму я, где он. А, ну, наверное, мы еще не доехали. До подъема, это еще и не подъем еще. Вот тут стоянка будет, видите. Вот я сейчас и тормознусь, короче, пойду колеса гляну. На всякий пожарный. Ну и прогуляться. О, кайф. Ладно, включусь. Так, последний рывок. Колеса проверил. Колеса на месте. Ну да, тут подняли прямо хорошо насыпь, что даже как вроде спуск там даже появился. Ну или это уже вообще не пойму даже где еду. Ну по идее это еще не подъем. Ну как, оно тут все время на подъем с Легонца идешь. Ну
по крайней мере, там вот был, ну, как бы один момент, что, ну, там даже подвисали, вот не доезжая Тита еще, как в прошлом году я ехал, на Титу никого, а там все собрались. Его как-то спрямили вообще. Ну, считай, едешь как примерно по ровной, с слегонца на подъем все время. Да, тут как бы скорость набирать на подъем не получится по таким ухабам. Потихоньку крадил. Вон подъем уже, да, пошел. А, ну, в принципе, где и был, там и остался. Получается, они вот до сюда все это расширили. И вот конец. А это уже дальше старая, как была дорога. Вот это вот. Это. И тут типа надо кочегарить на подъем, когда снег выпадет. Ну сейчас, они, кстати, там какой-то он объезд сделали чего-то. Угу. Ну, в общем, каждый раз едешь, все по-разному. Короче, процесс идет, может еще до зимы что-то изменится. А вот тут вот значок этот с цепи противоскольжения старый, и тут ремонт 5 километров. Вот это что непонятно. Ну, наверное, эту водопропускную трубу, наверное, положили. Теперь как бы назад сдавать. Тут кто не вышел, потом назад сюда. А обратно на вторую попытку. Тут уже как-то и пыли нету, видите, мокро все. Я так на шестой на механике потихонечку, еле-еле газ давлю. А, ну вот этот заезд, который был для разворота. Тут что-то... А, вот новую трубу положили. Бульдозерец стоит. 375-я Камацу вещь. Оп-оп-оп-оп. То еще на шестую не пойдет. Да не, нормально. Ну да, подрасширили. Здесь, получается, вот эта вот часть не было. Ну, короче, все перепахали теперь это. Днем надо разбираться, что тут поменялось. Так-то непонятно. Ну, ехать куда понятно, только вперед. Вот этот самый, вот эта вот часть, как раз где уже все приезжают. А сейчас как-то, ну, на подъезде там разгоняться-то особо негде. Ну, в принципе, снег, если отгрейдируют, может, снег выпадет, грейдером подровняют, будет поровнее, конечно. Посмотрим, в общем. Тут уже видно, что грейдер бегал, видите, там, ну, кромка это отгрейдированная. И что-то даже поподсыпано вроде как мелкой фракцией. В общем, да, видео так себе будет. Ну,
говорится, сейчас уже день световой короткий. На обратном пути заснимем обстановку уже днем, если получится. То есть сейчас, в принципе, понедельник все выгружусь, пока переправлюсь. Когда там чего назад, я еще особо и не договаривался. Там есть как бы варианты. Ну, если скажут, еще спешить может придется во Владивосток. Так, тихо, штора. Так, тут уже что-то я много снимаю, сейчас может и камера вырубится. Видите, все поворот как раз и пошли, вот уже последний наверх. Ну да, что-то градировали, или как-то пошире стало, непонятно вообще. Тут-то посередине вроде не скажешь, что-то градировали, именно чисто обочина. Так, что, -1 на улице. Интересно. Ну и по классике, тут как бы когда снег, поворот этот по встречке, по большому радиусу все надо заходить. Ну, тогда как бы уклон поменьше. Вот он, видите? Самый поворот. Ну, сейчас-то все равно, как ехать, в принципе, но тут получается пойдут прям по кромке, вот так вот, по большому радиусу. А когда вот как я еду, уклон получается, ну, побольше, чем по большому этому радиусу. И можно буксануть с легонца. Да что ты постоянно, это какие-то шумы, не стекло, так, блин, штора теперь елозит. А я шторами пользовался один раз всего лишь. 2 года езжу на машине, вот завтра будет 1 октября, это первый рейс я выехал, 1 октября, 2 года. Прошло уже, пролетело. Да, что можно сказать, тяжелое время, да. Ворвался я в дальнобой. Ну, что-то такое. На стоянку заезжать, аж это какая-то яма стала. Все наверху. Ладно, не буду мучать вас темными мрачными съемками. Утренние покатушки. Так, ну, так и не скажешь, да, что на улицу сейчас -8. Ну, 10 было в самом меньше. Так, давай только стекло замолчим. Да, тут и железная дорога, и дорога, и река. Все в одном кадре. К Камге подъезжаем где-то там. Тут еще какая-то пещера есть. Наверное, проехал. А, вот она, наверное. Или нет? Народ на рыбалке, пока лед не стал, наверное, он, видите, парит река. Так, да, осадков нету, морозит прямо на сухую здесь.
Ну, ни снега, ничего. Вот в инее деревья. Мороз и солнце, реально. День чудесный. Ай. Вот только, да. Дорога, в принципе, тут хорошая, но вот иногда вот эти прыгуны. Ну, там пару ремонтов мостов еще надо не проехать прямо. Уже и не видно, да? Морозец, в общем. А вот минус 8. Ну, уже это сколько время? 8:40 по местному. Деревья в инии. Смотрится необычно, конечно. Ну это сейчас Амгу тогда давайте за это. Река одноименная Амга. Тут новый мост строят. Так, и как раз стекло оказалось у меня грязным, да? Так солнце не светит, вроде и не видно. А уже это в омывателе я, конечно, разбавил с незамерзайкой, но, по-моему, это без толку будет брызгать. Здесь новый мост с этой стороны. Ну, по крайней мере, сваи они там закладывали. Все, река, видите, парит. Остывает потихоньку. Еще. Что там, налимов не видать? Так можно увидеть с моста, наверное. Да, как-то даже этот насыпи перегородили. Ну, подстройку. Ну, наверное, зимой будут самое, когда вода уже не будет идти. Поселок тоже. Все, уже закончился, только городок строителей. Сейчас с батей катались, тут было движение какое-то. Ну, жил кто-то еще. Кафешка была. Да, и тут участок такой вот как раз по дороге идешь с той стороны. Ну, более-менее хорошая дорога. И тут огромные эти прыгуны такие, что я как-то ехал, тут машина в кювете валялась, уже эвакуатором доставали. Ну, легковая. Оттуда заходишь на всех парусах, а тут вон оно что. А, так это еще подлатали здесь. По-моему, вот это вот латка какая-то. Тут видите, какие бугры. Полная дестабилизация обеспечена. Со взлетом в кювет. А, не, ничего тут не подлатали, по-моему, это старое так и есть. Подсыпали просто вот этот угол, а там амплитуда была, наверное, метр. Можно было катапультироваться. В общем, вот так вот. Мороз и солнце, едем дальше. Не знаю, я хотел вроде до переправы доехать. Но что-то перехотел, спать захотелось. Думаю, какая разница, мне в понедельник выгружаться, а сегодня в воскресенье, ну... В воскресенье, конечно, там сейчас будет движуха интересная на пароме, там все
ну, возвращаются на работу там или как там, выходные. Ай, вот видели, какая-то скорость 40. Прыгучая Вольво это или все так прыгают, не знаю. Меня как бы не подбрасывает как-то передок, раз подшвыривного. Ладно, в общем, едем дальше, будем на пароме снимать.